Федерации Республики Татарстан. В этом зале сегодня присутствуют представители образовательной сферы, работники здравоохранения, органов государственной власти, также представители экономики, пищевой промышленности, сельского хозяйства, строительного комплекса, спорта, деятелей искусств и многие другие. Вас объединяет преданность своему делу. Ваш труд – это весомый вклад в развитие и благосостояние Республики Татарстан. Несмотря на сложный период, Татарстан сохраняет лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации. По итогам 10 месяцев удается сохранить высокий уровень объема валового регионального продукта, индекса промышленного производства, инвестиций в основной капитал. Сегодня наблюдается рост объема производства нефтепродуктов, электрического оборудования, пищевых продуктов, текстильных изделий, лекарственных средств и материалов. Среди субъектов Российской Федерации республика занимает по итогам 10 месяцев 2020 года 4-е место по объему промышленного производства, 6-е место по объему строительных работ, 4-е по вводу жилья, 7-е место по обороту розничной торговли. Основной вклад в рост промышленного производства традиционно вносят нефтегазохимические и машиностроительные комплексы при поступательном развитии других отраслей. Предприятия продолжают реализацию приоритетных инвестиционных программ и программ модернизации. Республиканским предприятиям нефтегазохимического комплекса удалось не только сохранить объем производства на уровне 2019 года, но и нарастить производство отдельных видов продукции – автомобильного бензина, дизельного топлива, синтетических моющих средств. В текущем году состоялся первый опытный полет модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М на аэродроме Казанского авиационного завода. Зеленодольским заводом имени Горького реализован проект по строительству первого в России речного пассажирского прогулочно-экскурсионного судна «Чайка» с двигателями, работающими на сжиженном природном газе. Флагман отечественного автомобилестроения КАМАЗ продолжает развитие модельного ряда газомоторной техники и работает над созданием электрических, легковых и грузовых автомобилей. В условиях пандемии коронавируса предприятия и организации республики в максимально сжатые сроки освоили и нарастили производство лекарственных средств, антисептиков, средств индивидуальной защиты. Совместными усилиями промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса было оказано содействие объектам здравоохранения республики, что позволило нам взять распространение болезни под контроль. Также была налажена поставка продукции в субъекты Российской Федерации и страны СНГ. Отдельно следует отметить работников сферы здравоохранения. Благодаря выстроенной системе оказания медицинской помощи, четкой и слаженной работы служб эпидемиологической и инфекционной защиты, оперативному перепрофилированию медицинских учреждений в республике удалось не допустить критической ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В рекордно короткие сроки, за 100 дней, удалось построить новый современный корпус республиканской инфекционной больницы, оборудованный новейшей медицинской техникой. В городе Набережные Челны завершено строительство филиала республиканского клинико-онкологического диспансера. Строится центр детской онкологии, гематологии и хирургии детской республиканской клинической больницы. У медицинского сообщества республики накоплен огромный потенциал и уникальный опыт для того, чтобы, справившись с пандемией, продолжить работу по выполнению мероприятий национальных проектов, повсеместному внедрению современных технологий, повышению качества и доступности медицинской помощи. Одним из стратегических приоритетов экономической и социальной политики республики остается развитие агропромышленного комплекса. В республике функционирует свыше 5000 сельхозформирований различных форм собственности. Татарстан – самодостаточный регион и полностью удовлетворяет потребности населения в основных продуктах питания. В текущем году намолочены рекордные за последние 12 лет урожай зерновых – 5,5 миллионов тонн. Республика уверенно сохраняет лидирующую позицию по производству молока. Предприятиями агропромышленного комплекса производится 6% всего российского молока. Образовательные организации республики активно участвуют в реализации национального проекта образования. Результаты единого государственного экзамена татарстанских школьников выше среднероссийских показателей. Почти 2500 выпускников получили аттестаты с отличием и награждены медалями.
Татарстан также сохранил за собой статус региона лидеров в чемпионатном движении WorldSkills среди субъектов России. По итогам национального чемпионата 2020 года республика завоевала диплом и кубок первой степени. Высокие результаты сборной Республики Татарстан стали возможны благодаря качеству ее подготовки, развитию республиканской системы образования в целом. Текущий год стал испытанием для всей отрасли культуры. Однако учреждения и творческие коллективы республики не только справились с этим вызовом, но и благодаря новому онлайн-формату проведения мероприятий смогли значительно расширить и нарастить аудиторию, а также вовлечь значительную массу населения в культурные проекты, в том числе и за пределами Российской Федерации. Республика Татарстан обладает богатым историческим прошлым, яркими национальными традициями, современной инфраструктурой. Отличительной чертой республики является межнациональное и межконфессиональное единство. Во многом это результат сформировавшейся уникальной атмосферы добрососедства и взаимовыручки народов республики. Придавая большое значение необходимости поддержания мира, сохранения и развития языков народов Республики Татарстан, в следующий год президентом республики объявлен годом родных языков и народного единства. Я уверен, что мероприятия следующего года также пройдут на высоком организационном уровне. Дорогие друзья, залогом успешного развития Республики Татарстан является ежедневный труд ее жителей. И сегодня именно вы здесь не случайно. Ваш талант, трудолюбие, стойкость делают нашу страну сильной и процветающей. Желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Я благодарю вас за добросовестную работу. Искренне поздравляю вас с высокими государственными наградами. Разрешите встретить награждение. Указом президента Российской Федерации. Указом президента Республики Татарстан. Награды вручены. Всем спасибо.